Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Давайте разберемся». 24 ноября в интернет-газете «Правда ПФО» после обращения жителей города Канаш была опубликована критическая редакционная статья о неблагополучном положении в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Многие собственники и пользователи помещения в многоквартирных домах обеспокоены тем, что муниципальное унитарное предприятие коммунальные услуги за сентябрь и октябрь предъявило им к оплате платежные документы, в которых размер платы за содержание и текущий ремонт, общее имущество и коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, примерно на треть больше тех платежей, которые они вносили обанкротившему муниципальному унитарному предприятию «Чистый город». 30 ноября председатель Комитета Государственного совета Чувашской Республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Игорь Юрьевич Маляков, его заместитель Николай Алексеевич Степанов, а также заместитель руководителя Госжилинспекции, главный государственный жилищный инспектор Чувашской Республики Александр Петрович Юркин в офисе муниципального унитарного предприятия «Коммунальные услуги» провели встречи с собственниками и пользователями помещения в многоквартирных домах. Собрание депутатов города Канаш на этой встрече представляла Маргарита Филимоновна Данилова, проживающая в доме номер 1 по улице Заводской. Предлагаем посмотреть, как проходила встреча. Лично мы с Николаем Алексеевичем в прессе прочли о том, какая ситуация сложилась у вас здесь. И, конечно, мы не могли не приехать в связи с этим к вам сюда. Значит, по моему мнению, проблема следующая. Имеется путаница с оплатой жилищно-коммунальных услуг и оплаты на содержание жилья. Есть прямые договора, многие перешли на прямые договора, но в любом случае должна быть четко и понятно выстроена система оплаты перед управляющими компаниями. Я могу быть неправ, но сложилась такая ситуация, когда управляющая компания сменилась, в тех домах, которые упомянуты, допустим, в статье, да и вообще в городе Канаше. Но об этом люди не знали. То есть какая-то разъяснительная работа или объяснение о том, почему сменилась управляющая компания. Поэтому дело дошло до того, что люди не понимают, какой управляющей компании, с какого момента им платить деньги за коммунальные услуги. Вот в общих чертах так мы сейчас с Николаем Алексеевичем представляем проблему. Может быть, я не прав, поэтому я сейчас, и мы с Николаем Алексеевичем приехали для того, чтобы услышать ситуацию раз, затем получить от вас заявления и документы, которые подтверждают ваши слова, с тем, чтобы начать работать, и если они имеются, вот эти недоразумения, конечно, необходимо устранить, чтобы здесь был порядок. Николай Алексеевич, пожалуйста, несколько слов тоже. Ну, я чем могу сказать? Единственное, мы еще, специально пригласили представителя жилинспекции, он уже представился, для того, чтобы у нас была ясность во всем этом. Потому что жалобы рождаются, насколько они обоснованы, эти жалобы, или необоснованно. Есть представители жилинспекции, которые этими вопросами занимаются, четко они знают, они могут, исходя из того, что у вас произошло в городе, банкротство одной управляющей компании, передача домов, тех домов, которые пока еще не определились формой управления, или они, создают там ТСЖ, или, какой-то любой управляющей компании, решением собрания присоединились, а где
которые дома эти вопросы не решили, жильцы домов, они, я так понимаю, переданы были МУП, так? ООО «Коммунальные услуги». ООО «Коммунальные услуги». Потому что в соответствии с федеральным законом, когда дома еще не определились, где они будут обслуживаться, управляющие компании, ТСЖ, они должны быть решением администрации временно до решения этих домов передаваться на управление ту организацию, которая имеется при администрации. Поэтому, я так понимаю, здесь никаких нарушений нет, да? Нет, да, действительно такого нету. Дело в том, что когда банкрот, МУП «Чистый город» банкротом объявили уже, и все дома, которые у него управления были исключены из реестра лицензий. В связи с этим... Там сколько домов получается? Там более 100 домов было. Да. 200 с лишним. Там часть домов ушли по решению общего собрания собственных помещений некоторым другим управляющим компаниям, там «Дружба», там еще кто-то. И часть домов как раз с распоряжением администрации города Чебоксары были переданы во временное управление ООО «Коммунальные услуги». С сентября месяца они были включены в реестр лицензий до принятия решений, то есть до проведения конкурса, либо до выбора способа собственного помещения, способа управления, то есть самостоятельно. То есть на сегодняшний день конкурса нету. На сегодняшний день собственники помещений самостоятельно могут выбрать любую управляющую компанию, либо создать ТСЖ для управления своими домами. Вот такая процедура. Ну, я хотел бы, конечно, тоже задать сегодня вопрос администрации города, почему вот такая волокита она получилась по проведению конкурса. Ну, к сожалению, нет. Мы ведь предупреждали, да? Да, Но предупреждали. вот если городские власти не соизволили прислать сюда своих представителей, то мы уже на Государственном совете решим этот вопрос с тем, чтобы, значит, отреагировать на то, что городская власть, значит, проигнорировала эту важную встречу. Это мы вам обещаем с тем, чтобы впредь, когда в других населенных пунктах Чувашской Республики возникнут такие же, может быть, проблемы, чтобы все были как штык на месте. Пригласили, сказали, мы сейчас после вас заедем все-таки в администрацию и выясним, кто там, значит, по моим сведениям, сейчас достаточно напряженная ситуация с начальством городским, которое отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство. Там, по-моему, утвержденных людей нет, есть только исполняющие обязанностями. Тоже вот это надо посмотреть, каким образом здесь осуществляется руководство городским хозяйством. Теперь давайте, значит, послушаем вас. С кого начнем? Кстати, я так понимаю, вот пока здесь представитель как раз жилинспекции находится, вопросы здесь возникли по тарифу, исходя, если судить по той публикации, которая была в газете. То есть, если, как жильцы говорят, когда они были о «Чистый город», у них был один тариф на содержание, я уж не говорю про тепло и так далее, потому что здесь тепло, тариф утверждается республиканской тарифной комиссией, и она, так сказать, для всех одинаково тариф на тепло, на воду. А вот то, что касается содержания и значит, обслуживания, которое должны утверждать жильцы. И здесь возникает у жильцов вопрос, почему после того, как начал обслуживать их коммунальные, как называется? Коммунальные услуги, тарифы на содержание у них выросли. Вот и здесь, я думаю, здесь как раз представитель жилинспекции может объяснить четко это. Вот. Да, я сразу тогда прокомментирую. Может быть, конечно, не согласно будет, ну, большинство, наверное, не согласно будет. Дело в том, что когда при издании распоряжения о передаче временной управляющей компании, администрации города был утвержден тариф. То есть тот тариф, который был утвержден для Чистого города, это был утвержден конкретно для Чистого города, исходя из тех перечней услуг, которые они оказывают. С изданием этого распоряжения они рассчитали тариф, и вот я взял вчера, буквально, когда мне сказали, что надо ехать, взял несколько квитанций. При МУП «Чистый город» было тариф, условно говоря, 6 рублей 50 копеек, но это не совсем, наверное, тариф, и стало 12 рублей, там, 10 копеек.
сейчас при ООО «Коммунальные услуги». Нет, у нас не ООО, наш МУП. МУП «Коммунальные услуги», я прошу прощения. Вот примерно такая ситуация. В некоторых домах там было 9 рублей, МУП чистого города, а стало опять-таки 12 рублей 10 копеек. Вот такая ситуация. Ну, понятно, управляющая компания, которая там сейчас вновь назначена, управляющая компания «Коммунальные услуги», она не может без тарифа управлять, поэтому администрация города был издан распоряжение и утвержден тариф. 886 постановление. Да. За счет этого, так сказать, в рамках федерального закона, как я понимаю, то есть жилищного кодекса. У меня вопрос. У нас по банку. Без собраний. Они 16,37 они подняли, но без собраний. А вот был когда чистый год, 880 платила, а сейчас плачу 1000 с лишним. Я поэтому говорю, у вас выросло в разы, там несколько рублей на 1 квадратный метр, от, скажем, 6 рублей до 4 рублей, по-моему, тариф повысился у вас. Разница была. Услуги назовите свои ООО «БАМ». Это не коммунальные. У вас другая. Вы, видимо, как раз БАМ утверждался тариф на общем собрании, поэтому тут, наверное, не совсем постановление администрации города. Да. БАМу не передавался временной управляющей компании. БАМу собственники сами выбрали способ управления и утвердили тариф. Собраний не были, они сами по себе вот эту цифру выбрали и потихонечку сами они поднимают вот эту цифру. Ну там сложный вопрос, понимаете, потому что я часто Обманут сталкиваюсь. путем подпись собирают они? Ну, в заочной форме они ходят, собирают. Здесь все зависит от жильцов, они должны посмотреть, что они подписывают, понимаете? Им говорят, за ремонт подпись поставьте, пожалуйста. Ну так они не читают и ставят подписи, да. потом набирают площади им нужные. Но здесь-то что поделаешь? Здесь только, значит, позиция самих жильцов. Я вижу здесь людей, которые прошли уже огонь и воду вот, в жилищно-коммунальной сфере. Может быть, несколько слов скажут вот, по сложившейся ситуации. Понимаете, ведь появилась публикация, значит, она вызвала широкий резонанс. Представители города не явились, значит, проблемы есть. Вот здесь я вот попросил вас сказать, прав я или не прав, когда говорю, что жильцам не объяснили, и с одного МУПа они перешли в другой МУП. Ну, вот, Игорь Юрьевич, ну сегодня полное право есть собственных помещений, сегодня не выбран, конкурс не реализован. Полное право в любой момент провести общее собрание и перейти в любую другую управляющую компанию. То есть волокиты даже не будет, потому что она временная управляющая компания. Если проведут общее собрание, в течение 10 дней она то есть, перейдет уже в другую управляющую компанию, которую выберут сами собственники. То есть еще раз хотим сказать, вот здесь у вас как раз телевидение, я так понимаю, городское, да, она обязательно будет освещать, я надеюсь. Здесь надо четко понимать жильцам тех домов, которые сегодня находятся в МУПе «Коммунальные услуги», что у них есть, из-за того, что не было конкурса, значит, не проводили, у них есть сегодня возможность самим определиться. Или идти в другой управляющей компании, или создать ТСЖ, или, так сказать, создавать еще одну, так сказать, управляющую компанию. Если сами, понимаете ли? Но без инициативы самих жильцов у них ничего не получится. Потому что время пройдет, опять, значит, дома не определены, дома же надо обслуживать. Вы понимаете? Наступила зима, дома надо обслуживать, где-то потечет, где-то назначить другое. Должны прийти слесаря, сантехники. Если, так сказать, сегодня ваши дома отключить или исключить из системы обслуживания управляющими компаниями, ТСЖ вы сами, или на сегодняшний день МУП коммунальные, значит, которые находитесь, вы можете оказаться, особенно в зимнее время, в таком коллапсе. Некому обращаться, не будет у вас никого. Поэтому жильцы этих домов должны определиться заочно, очно. В каждом же доме есть активисты, есть старшие домов. Вот определяйтесь, решайте. И заодно
вы установите и тариф на содержание вашего дома, исходя из того, в каком состоянии ваш дом. Но ведь зачастую у нас получается интересная картина. Вот в Чебоксарах, значит, приходят появляются новые управляющие компании, приходят к жильцам, говорят: уважаемые жильцы, мы готовы вас сегодня обслуживать по содержанию жилья не за 12-13 рублей, а за 8-9 рублей. Но жильцы, как всегда, говорят: ой, здорово, значит, поменьше будем платить. Они, значит, проводят собрания, переходят. А в итоге получается, или это управляющая компания, она, так сказать, просто на бумаге, она не обслуживает. Или, как вот женщина говорит, они начинают буквально через 3-4 месяца, начинают заочно проводить вот эти и повышать тарифы. И эти тарифы доводят до того же уровня, который был до этого, или даже выше. Выше. Понимаете? Поэтому в каждом доме должна быть свой, так сказать, такой, как скажем, совет дома, который определиться должны, как что быть. Люди должны слушаться их. И даже сейчас вот у вас получается так. Значит, одна фирма, у вас чистый город, обанкротился, где 200 с лишним домов. Я так понимаю, городская администрация при этом смотрела, так сказать, хлопала ушами, как будто это их не задевало абсолютно. Значит, в конце концов, подошло время, обанкротили, а дома большинство остались без хозяев, скажем, без обслуживания. Понимаете ли? И то, значит, они не провели, я так понимаю, вот Игорь Юрьевич правильно сказал, они не провели абсолютно никакую разъяснительную работу с жильцами, видя, что эти дома, то есть чистый город банкротится, надо определяться людям, куда что делать, куда идти этим домам. Они, значит, такой работу не провели. Вот и получается сегодня такая картина, к сожалению. Получается у нас власть сам по себе, людей сами по себе. Николай Алексеевич абсолютно коснулся той проблемы, без решения которой никакие другие проблемы в городе Канаш в сфере ЖКХ не будут решены. 360 с лишним многоквартирных домов в городе Канаше. К подготовке отчетно-выборного собрания я попросил в отделе ЖКХ, там единственный работник, ведущий специалист, эксперт, так? И в секторе муниципального жилищного контроля полный штат. Заведующий сектором, ведущий специалист, эксперт. Да. Дайте, пожалуйста, нам сведения, которые у вас, не может их не Глава быть. города или глава? Сколько вновь избранных советов Понятно. многоквартирных домов и председателей советов многоквартирных домов появилось. Стесняюсь. Сегодня ведь у нас 30-е, я к 23-му году, 23-му числу просил за неделю. Так вот, не хватило времени, я скажу сейчас администрации города в целом, не хватает работников, других подключите, так? Чтобы хотя бы сказать: Михаил Николаевич, у нас в 2019 году вы давали список вот столько-то, из 360 домов, в 100 домах имеются советы многоквартирных домов, из них четко, ясно указывали, в одном доме работает председателем совета дома, работает, не просто избрано, наниматель жилья, не собственник. Все. Ее надо было или уговорить стать собственником, или написать заявление: я, извините, хочу работать, буду работать, сотрудничать с советом. Вот таких фактов у нас не один факт. И в каждом третьем доме, многоквартирном доме, уже по меньшей мере с 2016 года, когда абсолютно практически сначала 300 с лишним домов под управление перешли к чистому городу, и сейчас работают коммунальные услуги
провели ряд собраний, приняли решение от коммунальных услуг, переходим или выбираем управляющие организации коммунальные услуги, коммунальные услуги, в повестках дня ни одного собрания нет отчета Совета многоквартирных домов, нет выборов или перевыборов, до выборов, изменения, там кто-то продал, не живет в этом доме, членом Совета считается. Нам не нужны никакие советы многоквартирного дома, получается, я горожанин, поэтому говорю нам, хотя я знаю, что без этого, без работающих субъектов общественного контроля, вот они живут в моем подъезде, в моем доме, не надо никуда бегать, не надо никакого рабочего времени. Они 2 часа ночи пошел к председателю совета дома, он в нашем доме, сосед, видит, что что-то не делается, он же будет поднимать с постели и директора, и мастера, директора управляющей компании. Кому это надо? Никому не надо. Так? И общественная организация. Да, мы тоже, устав госинспекции, все есть. Мы сразу в 2019 году, как перешли от общественной организации, от органа общественной самодеятельности, без членства, чего нам, откуда находить членов? Я так понимаю, что сегодня отсутствие нормальной структуры городской администрации, жилищного отдела, она вот как раз приводит к тому, что у нас усугубляется полным отсутствием общественного контроля в сфере ЖКХ города Канаш. Давайте сейчас посмотрим по размеру платы. Заводская 1. Да, четко, ясно. Елена Михайловна, оказывается, трудно найти Елену Михайловну, наверное, сообщили правду. ПФО, правда, ПФО не проверила, если Елена Михайловна и так далее, напечатала. Суть проблем изложена верно газетой. Так, ну не газета, а электронным СМИ. Так. Но давайте посмотрим. Собственники помещения и в заводской 1 никто не удосужился посмотреть. А ну-ка давайте посмотрим решение общего собрания нашего дома, на котором был утвержден размер платы за содержание жилого помещения на срок не менее 1 года. Все. Госинспекции, не обижайтесь. Протокол должны были получить от чистого города. Где-то у меня здесь. Так. Последнее собрание в 2018 году. Вот, определен размер платы за содержание текущий ремонт. На сайте ГЖКХ висит этот протокол. После этого больше ни одного собрания. Все. То есть размер платы, утвержденный общим собранием, мы здесь вот, я тоже соглашусь сначала, чтобы потом уже сказать, извините, Надежда Ивановна, вы что-то не так прочитали протокол. Размер платы на срок не менее 1 года утвержден, согласны, да? Собранием. Да. Администрации города, куда включила в своем распоряжении 501 у Надежды Ивановны в руках? Меня в руках. У Маргариты Филимоновны. Меня в руках. Да. И вот там увеличила администрация. На каком основании? А в протоколе Михаила Николаевича указано, что данный договор пролонгируется и плата содержания жилья остается неизменной в течение десятка лет. Галина Владимировна, нет, тут... Галина Владимировна, мы же с вами работаем в Совете, вот государственный надзор, вот общественный контроль. Мы же с вами проморгали. Михаил Николаевич, я вам вопрос задаю. Михаил Николаевич. Не указано пролонгация. Михаил Николаевич. Но в протоколе указано, я явилась на собрание и участвовала в собрании
меньше половины, 5610 квадратов общая площадь, а участвовало 2267 собственников этой площади. Все, оказывается, протокол-то неправомочного собрания. Михаил Николаевич. Хотя бы сказали. Михаил Николаевич, давайте сейчас так. То, что чистый город в свое время это не делал, это уже пройденный этап. Чистого города нет. Банкрот надо сказать это. Сейчас давайте мы вернемся к тому, почему у нас получается так, что жильцы домов, которые сегодня переданы на обслуживание МУПу, до конца толком так и не понимают, что им надо делать, что им надо определиться. Давайте вот сейчас поймем. Давайте вот сейчас нужно на собрании утверждать существенные условия договора управления. Там размер платы, конечно, это цена договора. Существенные условия. На основании чего утверждать? На основании того, что выявлено в ходе акта осмотра, что нужно необходимо делать, так, ремонтировать текущий ремонт. И на основании того, что в ходе подготовки домов к отопительному сезону выявилось более серьезные, там уже не только управляющая компания проверяет. Маргарита Филимоновна, вот этот у вас есть протокол, ксерокопия акта. Давайте сейчас посмотрим, на основании каких документов дома, которые сейчас управляются, многоквартирные дома, управляются коммунальными услугами, будут готовиться к общему собранию. Вот МУП коммунальные услуги, не чистый город, акт общего осеннего осмотра здания о готовности дома 28 октября, не 28 августа. Сейчас смотрим, кто подписал акт. Подписи: председатель комиссии Николаев, члены комиссии Митрофанова, Берендеева. Где подпись председателя Совета многоквартирного дома? Привлекался председатель Совета многоквартирного? Если да, то нужно сказать, неужели у нас нет ни одного замечания, без видимых, без разрушений, все нормально. Я вот, смотрите, Николай Михайлович, прошу прощения, я перебью. Ну, исходя далеко смотрю вот ваш акт, но это не акт. Ну, честно говоря, это не акт. Это не наш акт. Я понял. И сразу скажу, по поводу тарифа, который в 2018 году был утвержден общим собранием, это утвержден для чистого города. Коммунальные услуги туда привлекать не нужно. Это неправильно. Это отношения имеет. Николай Алексеевич тоже правильно сказал. Это, во-первых, не оспорен протокол. Протокол действует. Нужно поэтому в любом случае оспаривать. Я и не спорю. Нет, мы ни госинспекция, ни прокуратура ничтожным признавать сегодняшний день не может.